Депутаты, представители администрации районов, нотариусы, специалисты оперативного штаба и родственники. Вот главный состав делегации, который возглавил министр труда и социальной политики Тувы Эдуард Сандан. Оперативный штаб был создан по поручению главы Тувы. Мы приехали с вами встретиться, выслушать ваши пожелания и обсудить накопившиеся вопросы. Нотариус помог оформить генеральную доверенность некоторым бойцам и проконсультировал по юридическим вопросам. Также специалисты Минтруда на месте приняли заявления от мобилизованных на различные темы. Мы будем составлять анкеты, наполнять карточки семьи, услышим от них, что им требуется, им семьям, что потребуется, будем все записывать, оформлять. Кроме того, военнослужащим передали мясо, продукты, теплые вещи, сапоги, перчатки, рации и именные посылки более 200 штук. Общий вес гуманитарной помощи составил свыше 3 тонн. Штаба привезли то, что мы показывали. Там все 300 ковриков, 300 спальных мешков, 300 вещевых мешков для парней наших и все общие такие гуманитарные помощи от всех жителей нашей республики. В составе делегации были родственники и жены с детьми. Им удалось встретиться с военнослужащими и ознакомиться с условиями их проживания. Я приехала к своему сыну, увидела своими глазами условия быта, чем их кормят, а также встретилась с односельчанами из Тоджи. Могу сказать, что условия проживания солдат на высшем уровне, обеспечение продуктами питания тоже хорошее. Мы очень благодарны властям республики, что организовали нам такую встречу с нашими детьми. Хорошо, что работает оперативный штаб от всех жителей Тувы. Передаю спасибо. Также мы привезли все необходимые вещи для солдат. Теперь моя душа спокойна. Сбор гуманитарной помощи продолжается. Любую информацию можно узнать, позвонив по телефону горячей линии колл-центра 2 17 44 или обратиться в оперативный штаб, который находится на улице Кочетова, 155. Бадмадержа Азамату Чуртува, 24.